Далсердик Юшин Сахамину гости. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Вы снова на канале Как-то так у Лейлы. И мы будем с вами сегодня варить конфитюр, джем, повидло. Не знаю, посмотрим, что из этого получится. Вчера в рекомендуемые у меня вышел ролик. И вроде бы мне понравилось. Посмотрим, как получится. По крайней мере, мне понравился рецепт тем, что я в принципе не очень люблю абрикос. Не абрикос, а именно абрикосовое варенье и джем из абрикоса. А тут еще апельсин и лимон. И мне кажется, там будет вкусно. И хочу из него его сделать. Далсердик Йоши Сахамину Оси. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будем варить вот такое повидло, джем, конфитюр. Посмотрим, что из этого получится. Вчера вышел рекомендуемый ролик, мне понравилось, и я решила его сделать. Как вы видели, я покупала абрикосы, я покупала еще много чего, но это все будет в другом ролике. Сегодня мы будем делать вот именно этот конфитюр или джем. Для этого нам нужно 6 килограмм абрикос, я их помыла, почистила, убрала косточки, 2 килограмм апельсин, как видите, и 3 лимона. И это все нужно перекрутить через мясорубку. Вот этим я сейчас и займусь. Ну, конечно, снимать не буду, как это перекручивается. В готовом виде вам сниму. Так, друзья, ну вот, перекрутила я через мясорубку и абрикос, и апельсины с лимонами. Вот, и теперь мы это все перемешаем и добавим 6 килограмм сахара и минут 5 покипятим. Так, ну сейчас добавлю сахар, потом перемешаем еще. Так, ну вот, друзья, добавила 6 килограмм сахара. Теперь тщательно это нужно перемешать. Вот. Так, не поставила штатив. Делаю я это очень поздно, и Ибрагим уже спит. Просто хочу вскипятить и оставить на утро, поэтому решила вот это вот сделать сегодня, то завтра. Очень много делов, друзья. Аромат апельсина. Прям здорово. Ну все, сейчас переставлю на печку и будем мешать там. Так, ну вот, друзья, у меня начинает закипать, варенье, конфитюр, не знаю, как его называть. Вот. Было бы хорошо, конечно, если бы была у меня чашка, в которой можно варить варенье, но у меня ее нет. Поэтому, чем, мне кажется, шире диаметр, где варится это варенье, тем, наверное, было бы испарение больше и гуще получалось. Ну, посмотрим. Хотя тут на 6 литров и чаша должна быть большой. Куплю. Надо будет как-нибудь в мегамаркет съездить и купить для варенья. У меня когда-то было, я просто в последнее время не варила по многу. Варила в такой сковороде, в которой 3 или 4 литра помещается варенье. И мне нравилось, как там варится, поэтому и не заморачивалась насчет там этой чашки. Ну вот посмотрим. Эксперимент. Никогда его не варила. Посмотрим, что за варенье получится у нас. Аромат, конечно, сами понимаете, от апельсинов идет. Я попробовала, как таковой горечи нет, потому что и лимон, и апельсин с цедрой же прокрученные. Ну, вроде бы нет горечи такой. Мне кажется, вот именно в пироги это будет очень даже хорошо. Если, конечно, будет густое. Ну, чтобы было густое, можно, может быть, уваривать надо. Ну, посмотрим, девочки, не знаю. Сказано, что вот после закипания 5 минут покипело, выключила, охладила. И также 2 раза еще. Ну, а там посмотрим.
как получится. Видите, уже кипит. Засекаем 5 минут и выключаем. Да, и, друзья, нужно обязательно помешивать, потому что сами, ну, может, кто-то и не знает, но кто хозяйки в возрасте знают, что оно подгорает обычно. И очень часто нужно мешать, чтобы оно не подгорело. И, конечно, лучше в такой в толстостенной, да, или чтобы дно было в толстодонной посуде варить его. Ну вот, друзья, вчера мы прокипятили вот это вот варенье, конфитюр, минут 5. Он у нас поварился. Теперь мы включили, я включила огонь и будем варить его еще раз. После закипания еще 5 минут. И так, как я сказала, 3 раза. Вот, но нужно обязательно помешивать, потому что абрикос быстро-быстро пригорает. Поэтому отходить от плиты нельзя. Нужно часто-часто вот так вот мешать. Вот так вот. И будем мы зимой делать пироги с таким вот вкуснющим конфитюром. Я уже поела его в холодном виде. Очень вкусно, друзья. Конечно, преобладает вкус апельсина, но все равно очень вкусно. Так, ну вот, друзья, закипает наше варенье, и нам нельзя переставать его мешать. Оно закипает, я уже повторюсь, 2-й раз. Вот, постоянно надо помешивать, чтобы оно не прилипло, не пригорело. Вот, и пока еще не хорошо кипит, как только начнет хорошо кипеть, засекаем, и минут 5 варим, и опять выключаем. И уже опять до остывания полного, до вечера. А потом уже еще раз кипятим и разольем по банкам. Вот, наверное, еще сделаю без апельсинов джем, просто из абрикос немножко. Благо дело, абрикос в этом году дешевый. Ну вот, друзья, началось кипение, бурление уже. И засекаем 5 минут. И вот так вот часто-часто помешивая, прокипятим 5 минут. Ну вот, осталась минутка, уже кипит 5 минут, 4 минуты вернее, еще 1 минута, и я выключаю газ. Вот. И потом снова до полного остывания оставляем, это уже получится, ну, перед сном я его закатаю, наверное. Вот. Нельзя отходить ни на минуту, особенно после того, как начало закипать, потому что подгорает моментально. Вся трудность в этом варенье, вот то, что нужно стоять и мешать. Все, 5 минут прошло, выключаем. Теперь подключимся, когда уже будем варить его до конца. Ну и вот, друзья, вот такой вот конфитюр у нас уже 3-й раз варю. По 5 минут, вы знаете. Ну, конечно, пока закипело, долго стояло. Нужно обязательно, еще раз повторюсь, мешать и мешать. Очень часто. Потому что очень быстро прилипает к дну. Все, теперь оно уже сварено. И вы знаете, сегодня целый день
мои детки его ели. Очень понравилось. И Мадина говорит, к сожалению, я не успела сегодня. Мама, я так хочу пирог именно вот с ним. Потому что вкус прям очень вкусно. Вот именно для пирогов. Ну, а как Мадина сказала, намазывать на хлеб, конечно, уже не то. Поэтому для того, чтобы намазывать на хлеб, а у нее дети любят, вернее, Аишка, Мухаммед еще маленький, Аишка очень любит намазывать на хлеб сначала масло, потом какое-нибудь повидло. Поэтому для них будем варить без апельсина, без лимона. Вот так вот сейчас я быстро его разолью в горячем виде по стерилизованным банкам. Ну, как стерилизованным, я не стерилизую банку, просто залила кипятком и прикрыла крышкой. Ну все, теперь разольем по банкам и закатаем, друзья. Очень ароматное, очень вкусное. Всем, я уже повторяюсь, всем очень-очень понравилось. Все. Ну вот, друзья, у меня получилось 14 баночек этого варенья, конфитюра, не знаю. Все время не знаю, как называть. Вот такое вот, видите, оно еще горячее, учтите, оно еще не загустело, потому что оно горячее. Вот такое вот. Очень нам понравилось. Так что пробуйте, делайте. Я думаю, вам тоже понравится. Можно и так, просто так, с чаем. Ну, конечно, в пироги тоже будет очень вкусно. Ну, вот как-то так. Варенье из абрикос. Вот так вот я помыла, почистила, разрезала пополам, удалила косточки. И чтобы в одной кастрюле было их поменьше, положила вот так вот в 2. Надо было, конечно, может быть, даже в 3, может, поделить, чтобы... Хочется сделать, чтобы, ну, вот эти вот дольки сохранились такими целыми. Значит, сейчас я их засыплю сахаром 1 к 1. Тут у меня 2 килограмма, засыплю 2 килограмма. Сюда у меня 3 килограмма, 400 грамм, значит, 3-400 килограмма сахара сюда нужно. И оставлю на ночь, друзья. Сейчас уже 2 часа дня. Может быть, до того, как я лягу спать, все равно летом ложимся поздно, может быть, я еще успею его вскипятить. А так, в принципе, хорошо вот на ночь оставить и утром кипятить. И тоже в 3 приема. Ну все, сейчас я накрою крышками, и эти кастрюли будут стоять у нас, ну, часов 8-12. Хотя бы нужно, чтобы они постояли и выделился сок. Так, ну вот, друзья, абрикосы постояли, засыпанные сахаром. Как видите, вот так вот выделился хорошо сок. И теперь мы их будем варить. Вот, вторую кастрюлю тоже поставила, уже закипает. Вот так вот. После закипания минут 5 поварим, снимая пенку сверху. Мухаммед с Аишкой тут балуется. А это, видите, это уже готовые. Я позавчера еще просто помытые остались абрикосы. Вот все. Килограмм абрикос. Чтобы их не оставлять, я засыпала сахаром и уже 2 раза их прокипятила. Вот сейчас 3-й раз они варятся. Буквально еще 2-3 минутки, и варенье готово. Ну вот, друзья, 5 минут покипело варенье. Пенку сняла как смогла, выключила. Точно так же и вот это. Тоже покипело 5 минут. Сняла сколько смогла пенки и выключила. Все, теперь
До вечера будет остывать. Потом еще раз кипячу. Это еще не закипело. Ну вот и третье закипело. Вернее, не закипело, а 5 минут поварилось уже. Все, видите? Вроде бы не разварилось. Если бы абрикос еще был немножко покрепче, то это вообще было бы идеальное варенье, мне кажется. Просто я сразу не смогла сделать варенье, как только купила. Немножко были проблемы, можно сказать, да? Ну все. Все, теперь это все 3 кастрюльки будут отдыхать. А это мне прям очень нравится. Я уже 2 штучки съела. Видите, какой он уже застывает. Вот такое вот. Так, ну вот, друзья, поставила второй раз варить. Как видите, оно закипело. И засекаю. И еще раз 5 минут поварится. Это будет второй раз. Вот кипит оно. Как я сказала, потом еще раз. Все 3 кастрюльки у меня закипели. Тоже по второму кругу. Просто я не в одну емкость положила, потому что если в одной, я боюсь, что все-таки дольки разварятся. Вот я вам уже показывала баночку, которая у меня получилась. Перелила в пиалку остаток. Мы прям с таким удовольствием все поели. Особенно понравилось маме. Ну вот все. Варим 5 минут. И на сегодня все. Так, ну вот, друзья, и варится наше варенье последний 3-й раз. Вот оно закипело. Я засекаю 5 минут. И мы будем его разливать по баночкам. Мне очень понравилось это варенье. Прям вот, даже вот 2 раза оно кипело. Хоть я и говорила, что у меня вот изжога, но хотя бы понемножечку с чаем я вот по одной этой долечке уже 2 раза сегодня выпила чай, пока оно было холодное, конечно. Вот так вот. Ну вот, подожду 5 минут и зальем. А также и 2 остальные кастрюли тоже. Ну вот, друзья, сварилось наше варенье. И теперь мы его разольем по баночкам. Ну, правильно. Так. Из тех 2 кастрюль я уже разлила. Видите, вот такой вот получилось. Сейчас. Так. Так, воронку. Ты воронку видела? Спасибо. Так, минуточки. Оно получается очень густое и очень вкусное. Так, оно уже остывшее. Я заливаю холодным вот это вот. Те залила горячим, а это почему-то я решила залить холодным. Видите, очень мне понравилось очень это варенье. Вот такой вот янтарное, густое. Сироп такой вот, видите, как видите. Цвет красивый. Да, красивый цвет варенья очень. Да и вкус тоже.
баночка. Так, еще надо баночку. Да, погода резко похолодала. Абрикос, девочки, ароматный, пахнет прям вот действительно абрикосом. Так что вот я специально оставила. Видите, какое оно янтарное, красивое варенье. Ну вот, друзья, это варенье тоже у нас сварено. Как видите, эти я разлила еще чуть-чуть пораньше. Из тех двух кастрюль, а это последняя кастрюля, которую я вам показывала. Вот такое вот красивое янтарное варенье получилось. Конечно, можно было бы сюда и закидать ядра косточек от этих абрикос. Но что-то я просто разленилась их расколоть. Видите, какое не очень понравилось. Так что, если кому-то понравилось, готовьте, ешьте на здоровье. А пустые банки у меня подготовлены для засолки огурцов. Нарвала уже в огороде, по-моему, 3 с лишним даже ведра где-то огурцов. Выберу покрасивее, посолю. Может быть, с вами. Ну вот как-то так, друзья, сегодня.